Айшат Катоева часто приходит посмотреть, как продвигается капремонт в школе. Это место стало для директрисы вторым домом. Она сама когда-то была выпускницей этого общеобразовательного учреждения, поэтому так радуется переменам. У нас открываются новые возможности в плане образования. Открываются кабинеты «Точка роста», успех каждого ребенка. У нас повышается численность учащихся. Мы очень надеемся, что к 1 сентября мы встретим наших любимых учеников в новой, красивой, чистой школе. У нас очень большие планы и большие перспективы. В капитальном ремонте 7-я школа в Псидахе нуждалась давно. Здание 1982 года постройки. За это время здесь ни разу не проводили масштабной реконструкции. Крыша протекала, местами появлялся грибок, а зимой не работало отопление. Так что меняют тут все, кроме самих стен. Новая крыша, пол, парты и стулья. А также в школе наконец появится техника, компьютеры, интерактивные доски, проекторы. По фасаду 80% уже у меня работы завершены. По кровле то же самое. По отоплению 70-75%. То есть все работы, по графику, если посмотреть, там, я иду там, скажем, на шаг вперед по всем направлениям. Самый момент у нас последний, то, что у нас еще время осталось, плитка там, допустим, половые и оборудование. В любом случае нам надо ставить там парты, стулья, вот эти моменты. Поэтому я думаю, мы все уложимся. На втором этаже школы уже отштукатурили стены первым слоем. Вместо деревянных окон поставили пластиковые. Полностью провели все электрические работы. Установили систему пожарной безопасности и видеонаблюдения. Начали капремонт в рамках новой федеральной программы в конце апреля. А закончить планируют 25 августа. За каждым этапом следит технадзор. На любом строительном объекте, конечно, без нареканий не обходится, но все нарушения исправляются сразу после обнаружения. Подрядчик подошел очень ответственно к этому объекту. Работы идут соответственно графику. Отставаний пока нету. Я думаю, и не будет. Новая федеральная программа, инициированная президентом России, стартовала в начале этого года. В 2022 году она охватит более 1300 объектов в 79 регионах страны. А до конца 2026 года по поручению Владимира Путина отремонтируют больше 7000 школ. Кава Газикова, Мухаммед Белакиев. Новости 24.